фракции, канал АЗ. Все-таки хотелось бы услышать конкретное мнение. Вы за то, чтобы запретить Хизбут Тахрир в Украине или в частности хотя бы в Крыму? Мы не выступаем ни за запрет, ни за участие. Мы говорим, что Хизбут Тахрир вредит Крыму, вредит Украине, вредит национальному движению. Запрещать ее или не запрещать, это решение должно принадлежать властям. Наша задача предостеречь людей. Если люди будут знать, необходимость каких-то официальных запретов отпадет сама собой. Никто не хочет идти на улицу там с флагами «Я гей», если он нормальный человек, потому что это предосудительно. Когда стыдно будет быть в Хизбут Тахрир, когда позорно будет быть в Хизбут Тахрир, никакие официальные запреты будут не нужны. И мы должны привести именно к этой ситуации. И сразу второй вопрос. В обращении говорится о войне в Сирии. Можно ли заявлять о том, что Хизбут Тахрир занимается вербовкой крымских татар в ряды войск сирийских? Да, можно сказать об этом, что вот если далеко не надо ходить, любой информационный портал, интернет-портал, который можно открыть в интернет-ресурсах, мы видим как бы именно, как вам сказать, эмоциональная поддержка того, что там происходит, и призыв помочь всем, чем можем, тем, которые там как бы воюют, и так далее, и так далее. И участием тоже. И участием тоже. Как попадают туда крымчане, это отдельный разговор, очень интересный, потому что организации Хизбут Тахрир в Сирии нету, она не воюет. Вот самого под знамени Хизбут Тахрир в Сирии нет. Но люди, которые себя называют хизбами, там и есть. Немножко в другой формации. Эта схема тоже была запущена несколько лет назад, где-то пару лет назад, когда был такой красивый очень пиар одного из лидеров Хизбут Тахрир, как он вышел из Хизба, как бы типа не согласен, но при этом он поддержал то, что там и этот, и начал заводить крымских татар на территории Сирии. Еще вопросы, пожалуйста. Если вопросов нет, К сожалению, уже есть мы количество. благодарим за внимание и просим как бы донести нашу просьбу до всех слоев населения. Спасибо.